Добрый день, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения, двух каналов национального телевидения, НВК «Саха» и Якутия-24. Вот мы можем прям посмотреть в эфире. Новая программа, которая называется «Подворье». Дело в том, что наши коллеги из НВК «Саха» на сахаязычную аудиторию в прошлом году запустили очень удачный проект, который они назвали «Терген». И все аспекты садоводства, огородничества, выращивания каких-то декоративных растений, ландшафтного дизайна они полностью публиковали в этой программе. Чем мы хуже программы Якутия-24, решили мы, и ничтоже сумняшися запустили в эфир русскоязычный аналог этой программы. Я многих обещаний давать не буду, вести его будем мы, журналист Дмитрий Аргунов и моя коллега Даша Анкехова. А сегодня, в первой выпуске нашей программы, мы находимся в очень уютной кухне-гостиной, которая многим якутянам очень сильно знакома. Именно здесь, вот где-то в этом районе, прозвучала фраза «Писец тебе будет только снится». Здравствуйте, Надежда, это замечательная хозяйка, очень радушная, очень мой большой друг Надежда Сыромятникова, которая является большим другом якутских кинематографистов. И давайте немножко... Можно я оладушек отщипну, да? Все-таки Николин у нас прошел 2 дня тому назад. Надежда, немножко о дружбе вашей с якутскими кинематографистами. Давайте начнем с этого. У нас времени очень много. Ну, таковой прям с кинематографистом я бы не сказала. Мы просто знакомы и друзья вот с Кириллиным, то ли еще со студенческих лет. И с Миргуном Ивановым, вот, продюсером фильма Егор Чарин. Вот, и все, в принципе. И мы всегда поддерживали их проекты, какие у них есть фильмы. Всегда старались, помогали. Вот. В наших силах. А как хозяйка, вам тяжело было принимать целую бригаду съемочной группы, которая здесь расположилась, хозяйничала и так далее? Дело в том, что наша съемочная бригада это в составе оператора Андрея Рукавишникова и меня, самого любимого, да, и Надежда Романовна нас встречала человек, наверное, 20. Ну, дело в том, что... Вас попросили куда-то там отойти, да? Да, дело в том, что накануне позвонил Анатолий и попросил, вот, мы хотим вот снять фильм, и нам нужна, ну, такая большая кухня и так далее. Ну, я, не задумываясь, сразу согласилась. И потом мы должны были с сыном улететь, с младшим, в отпуск. В доме оставались бабушка и дочь старшая, которая приехала на каникулы. Вот и они вдвоем принимали съемочную группу, и они были, ну, скажем, свидетелями того, как тут все 3 дня снимали этот фильм «Надо мной солнце не садится». И вот. А каковы были их впечатления? Что они говорили? Что нового, может быть, узнали? Какие-то лайфхаки? Ну, моя дочь очень творческий человек, сама художник, и она вообще как бы не среагировала особо, да, что... Но она очень готовила кухню для них и так далее. Ну, она... всемирную поддержку оказывала для аудитории. Да, да. Ага. Мы неспроста затронули фамилию именно Анатолия Кириллина, который в последнее время в заголовках многих скандальных даже изданий. Да? Дело в том, что, как пишут во многих комментариях, там, артисты типа «Спустите на землю» и так далее, вот именно про Анатолия Анатольевича, да, этого сказать нельзя, потому что человек 90% своей жизни, кроме съемочных моментов, он трудится руками. И на самом деле имеет отношение к тому аспекту, про который мы сегодня будем говорить. Мы приступаем, наверное, к основной нашей части, да, и пройдем не спеша, вот заготовленная нашу поляну. Вот здесь налит чай. Ты здесь садишься, да? Ага. А я пройду вот с той стороны. Вот так. Да. Нет, лучше давай я с той стороны. Ничего, заминочки случаются, но как бы все можно обыграть.
Почему именно Надежда Романовна стала героиней нашего первого выпуска? Да? Смотрите, просто смотрите, что за нашими спинами. Это так называемое французское окно. Французское окно или прозрачная стена. Прозрачная стена. Прозрачная стена метров 8 на 3, получается. Да? Это в частном доме. Я еще раз выражаю огромную благодарность Надежде Романовне и ее супругу Владимиру Владимировичу, то, что позволили нам прикоснуться к технологиям, которые мы бы хотели просто осветить в качестве каких-то ключевых моментов в нашей программе. Я буду заниматься вещами, которые имеют отношение к строительству, к благоустройству, к отоплению. Даша Анклехова будет заниматься различного рода посадками. Да? И я не скрою, что прежде всего философски женщины это они те как раз руководители проектов, в 80% случаев руководители проектов по ремонту, по строительству. Согласитесь, Надежда Романовна, что через вас проходят все финансовые потоки, что вы определяете эстетику помещения, что вы, на самом деле, очень ключевую роль играете во всех тех преобразованиях, которые красят наш город, частный сектор в том числе. Вот как вам вообще пришла в голову идея обустроить такую прозрачную стену, такие французские замечательные окна, которые мы вчера с Владимиром Владимировичем накануне съемок очень кропотливо обработали, скажем так, помыли после зимы. У нас город очень пыльный, кстати. Да? Да, очень пыльный. Очень пыльный. Давайте вот ваш экскурс в детстве, возможно. От чего все началось? Почему я люблю большие окна и всегда соглашаюсь с теми проектами, которые Владимир предлагает, именно с панорамными окнами. Хотя это очень дорого, но в детстве я жила в большом доме с большими окнами, чуть ли не панорамными окнами. У нас в гостиной были большие окна. И вот это вот все это наложилось и осталось. Я всегда хотела жить в таком доме с большими окнами. Вот. И вот когда пришли такие технологии, мы решили проэкспериментировать и сделать одну стену именно вот такими стеклянными, чтобы было больше воздуха, атмосферы, света в доме. Во-первых, это эстетично, красиво, да, потому что мы живем в таком регионе, где, скажем, погода играет очень большую роль. Инсоляция. Да, потому что даже снег, когда идет дождь, когда лето, солнечная погода, вот эти вот облака, все это налаживает на нас очень, настроение. Вот. И хорошее настроение, во-первых, это залог здоровья. Вот. Вот этот, мы живем в таком доме, скажем, с такими панорамными окнами уже лет 5. Вот. И пока никаких минусов я еще не вижу. Вот. Только плюс? Только плюс. А летом не жарко? Я вот вижу рулонные шторы. Да, вот мы пока, конечно, Владимир хотел там сделать маркизы, чтобы поменьше света было в летнее время. Но пока вот эти вот рулонные шторы помогают. Маркизы – это нависающие такие пологи, да, которые образуют козырек? Да, со стороны улиц. Нужно взять на заметку, если кто-то из домовладельцев соберется делать французские окна, обязательно для летнего времени нужно предусмотреть защиту от солнца, потому что наше солнце, это плюс, это витамин D, это жизнь растениям, это удлинение нашей жизни, но в летнее время, согласитесь, что солнышко припекает. Да. Очень часто припекает, да? И что касается, вот чисто технологически, я знаю, что вы, Надежда, очень не по-женски причастны к технологиям. Какие требования к французским окнам, исходя из вашего личного опыта, какое стекло применено, какие технологии здесь предусмотрены, сколько камер? Давайте начнем с этого. Бывают, конечно, разные камеры, да, вот до 5 точно бывают, потому что они, конечно, более эффективны. Но мы трехкамерку выбрали
и стеклом, со стеклом называется, да, вот это вот новое стекло, которое имеет такое вот посеребренное напыление, которое помогает сдерживать вот эти вот ультрафиолетовые лучи и помогает, чтобы тепло не уходило на улицу. То есть зимой Да. теплее, а летом прохладнее. Да, зимой теплее, а летом прохладнее. И потом между стеклами есть такой газ, называется аргон. Вот, мы 2 раза обновляли этот газ. Газ тоже помогает сдерживать именно вот эту вот теплопроводность. Вот. Ну, я, будучи в офисе Владимира Владимировича, который, компания называется «Энергосберегающие технологии», занимается внедрением энергосберегающих как раз технологий в жизнь не только коммунального жилищного хозяйства нашей республики, да, но и жилищно-коммунального, простите, но и в жизнь частных домовладельцев. Мы ставили эксперимент, помните, вот, сделали из профиля 2 такие, два таких образца. Одна была и с стеклом, и с аргоном, и одна была из обычного стекла. И сзади ставили температурный датчик. На оба образца наставляли источник, в данном случае тепла и света, это был галогенный источник, лампа, и измеряли температуру. Вот в образце с стеклом температура держалась стабильно в районе 22 и так далее. А обычное стекло, оно перегревалось и уходило за пределы 40 градусов. Это было. Я абсолютно вот во времена нашей общей программы, которая называется «Дом с умом», вот этот эксперимент даже снимала и показывала. И здесь, как даже в автомобильных колесах, да, и вот кто-то накачивает азотом, потому что летом он меньше расширяется. В данном случае эффект такой же. То есть инертный газ, радон или... Аргон. Аргон, да. Инертный газ, аргон, он имеет физические свойства, которые позволяют больше комфортно, что ли, использовать вот такого вида окна. И само строение, я вот вижу, что здесь есть основной дом, есть некая надстройка, над гаражом, да. То есть, получается, мы сидим в галерее. Да, галерея между 2 домами. Да, галерея. Чисто конструктивно, еще раз, поскольку вы руководитель проекта. Из чего сделана вот эта галерея? Это сэндвич-панели. Сэндвич-панели. Да, 15-сантиметровые. И плюс утепление ППУ пенополиуретаном. Вот, и отделка. Получается. Ну, отделочная работа, это обычный ремонт, да, который... обычный ремонт, который у всех есть. Ага. Но единственное, что мы видим, что над уровнем земли, да, там даже толщина тротуарной плитки лежит, и уровень пола, он сантиметров на 50 выше. Даже больше, чем 50 сантиметров. Необходимо обратить внимание всегда, когда вот устанавливаете большие окна, панорамные окна, необходимо еще уделить внимание на общую конструкцию здания, да, то есть здание должно быть максимально утеплено. Конечно, это очень дорого, да, бывает, качественное утепление и так далее, потому что там больше материалов входит. Но чем больше, тем лучше, потому что потом уже, когда мы получаем комфорт, теплое помещение и, скажем, эстетический вид. Но вы упомянули вот до начала нашего эфира, что есть такой определенный лайфхак, который вы подсмотрели на Аляске. Да, было дело. Вот почему мы утепляли именно в самые морозные дни. Кажется, это был декабрь месяц или январь, когда строили это помещение, утепление фундамента сделали именно вот в самое холодное время года, когда мерзлота максимальная. Да, максимальная, да, потому что на это необходимо обратить внимание, пока оно промерзла, она так и остается, если мы утепляем именно в это время года. Вот оказывается, вот на Аляске и так далее строители применяют именно такую технологию. Аляска нам близка очень по климатически. Там тоже в некоторых местах такая же мерзлота, как и у нас. Вот. И это почему? Потому что дом потом уже меньше играет, во-первых, и мерзлота остается на том уровне, который была до строительства дома. Настоятельно рекомендую всем тем, которые утепляют фундамент, утепляют полы, делать это, еще раз, это не хотелка, придуманная нашей хозяйкой, это мировой опыт, когда
при сохранении вот естественной мерзлоты под фундаментом дома, делать это нужно, когда максимальная степень промерзания. Это получается в нашем случае декабрь месяц, и благодаря вот этим мероприятиям, которые утепляли в декабре, мерзлота максимально сохранилась. То есть никаких просадок и так далее нет. Это Нет. Потом трубы, вот я вижу сотая профильная труба, и на него посажен сэндвич. Да. Так получается. Да. Ага. Ага. Очень интересная конструкция. И все окна, они вынесены, вынесены в сторону за трубу, получается. То есть есть ключевая подборка. Я тут сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что вообще нашим циклом передач и так далее мы хотим этот строительный сезон доставить как можно больше гемора нашим дорогим подрядчикам, строительным бригадам, которые, я более чем уверен, что те домохозяйки, которые из различных муниципалитетов, скажем так, да, они, увидев вот такие прекрасные французские окна, все непременно захотят заиметь у себя такие же. Ну и для строителей, конечно, это будет очень и очень большой, скажем так, челлендж, геморрой, я бы даже сказал, да, и потому что правильно определить точку росы, это нужно определенное знание, определенное умение. СУФУ раньше этим занималась, определением точки росы бригада под руководством нашего еще одного друга Егора Слободчакова, да? Да. Как его предприятие называлось? Теплокомфорт. Теплокомфорт. Теплокомфорт, у них есть, даже, по-моему, на суперкомпьютере они считали, точку росы грамотно подобрать с учетом всех аспектов утепления, качества проделанных работ по утеплению и так далее, грамотно рассчитать точку росы. То есть точки, где соприкасаются, в самое холодное время, плюс и минус. И вот в этой точке образуется так называемый нулевой градус. Да? И если окно смещено в ту или иную сторону, то есть не избежать обледенений, не избежать запотеваний, не избежать каких-то продувок и так далее. Поэтому я абсолютно на своем опыте рекомендую обращаться к специалистам для правильного определения именно точки росы при монтаже не только вот таких французских окон, но и вообще всех окон. Согласись, Да, что? конечно, Потому что наука, она всегда должна быть впереди, перед тем, как начать любое строительство и так далее. Чем больше знаний, тем лучше. Проект – это первое. Проект – это первое. Все просчеты, все замечательный такой зеленый мув, все расчеты, они должны предшествовать всем этапам работы строительства. И я бы хотел затронуть еще один аспект. Дело в том, что вы еще и в туризме принимаете активное участие, да? И ваша будущая туристическая Мекка, я более чем уверен, туристическая Мекка, это, прикиньте, напротив Ленских столбов в селе Батамай стоит база вот примерно с такими окнами, да? И просто представьте, какой вид за окном. Не вот это вот все, да? Это понятно, это издержки градостроительства. А открываешь окна и видишь величавые Ленские столбы. Это турбаза такая, которая... Как она называется? Так и называется. Ленские столбы. Ленские столбы. И очень скоро, кстати, я лично буду делать репортаж оттуда, с такого тест-тура, да? Повсеместное применение вот таких вот окон, еще раз, способствует инсоляции и, способствует, я не знаю, более здравому образу жизни, что ли. Так, и тут вот, внимание, я попрошу Андрея, да, вот есть электрический плинтус. Все думают, что под окнами нужно ставить прибор отопления. В данном случае это электрический плинтус. Вот вы видите, достаточно жручая инстанция, да, которая обязана подогревать вот те, чтобы не было запотевания и так далее. Надежда, давайте мы встанем и вообще покажем вообще общую картину всей нашей системы. Да? Кстати, вот, Андрей, может туда повернуть? Нашу маму, до чего техника дошла, да? Нашу маму, и плинтус не электрический, показывает и тут, и там. Вот здесь мы приходим к самому интересному. Вот нынче зима была очень-очень такой... Да, холодный. Да, холодный. Вы включали вот эти штуки? Да, дело в том, что мы забыли про них. Забыли совсем, что у нас есть такие плинтуса. Не знаю почему, но в этом году мы ими не пользовались вообще. Хотя до этого были дни, когда максимум неделю вот до этого
прошлые годы, когда были самые холодные дни, включали это отопление. Ну, дополнение. Дополнительное Да, электричество. дополнительно, да. Ага. А так, Дело в том, что года 3 же, мы здесь встречали Новый год. ну, 5 лет мы тут живем. Да, нет, 3 года назад мы Да. с Игорем и прочим Да, да, встречали да, да. Новый год. Новый год! Новый год, да. Я ходил вот так вот босиком, да? Вот так вот босиком. Плинтуса тогда не было. Не было. Тогда не было. Но при этом нам всем было комфортно, включая вашу пожилую маму, да? Да. Из-за чего? Вот здесь вот уникальный аспект данного помещения. Я извиняюсь, тут площадь 70 с лишним квадратов, почти 80, да? И оно обогревается вот этим вот прибором, который называется фан-койл. Фан-койл – это направленный радиатор. Если вот здесь вот Андрей посмотрит вон туда, это оно присоединено просто к системе отопления. Это обычный радиатор, но с системой распределения воздуха по всему помещению. Вот здесь есть термодатчик, можно выставить очень комфортную температуру. В данном случае сейчас стоит 20 градусов, и вся вот эта система поддерживается на уровне 20 градусов. Ребята, я просто хочу, чтобы у меня не знаю, в будущем ли или существующем ли доме были когда-то такие системы. Очень много, на самом деле, вопросов уже по всей вот этой системе фан-койл. Да? Можно прогуглить, конечно. Надежда, пройдемте и продолжим наш разговор. Можно прогуглить, конечно. Это система направленных радиаторов, которые применяются в гостиницах, мы встречали, да? Да, Летом они больших работают как помещениях. для охлаждения помещения, а зимой они работают для подогрева. И стоимость такая, ну, чисто экономически. А насколько выгодно ставить вот такой вот Ну, в таких прибор? больших помещениях, конечно, выгодно, думаю. Очень выгодно. Очень выгодно, да. Ага. И воздух прогревает, и автоматически регулируется. В летнее время можно как кондиционер использовать. Вот, А так туда можно, интересно, систему увлажнения какие-то дополнительно поставить или что-то? типа ну, такого? наверное, можно. При определенных манипуляциях Да, наверняка наверное, можно, можно, потому что, ага. да, те системы, которые вот с помощью Владимира Владимировича и так далее мы разрабатывали в цикле программ «Дом с умом», там есть возможность кондиционирования без фреона. Да? Да. То есть можно проложить какой-то, не то что хладоген, какую-то очень длинную трубу, закопать землю, и летом мы получим ну, такой вот, аналог кондиционера. Ну вот, когда вы поедете в Батамай, ну вот, вот эту турбазу, то посмотрим, мы там максимально тоже стали, ну, выбрали такие новые технологии, там и будет и кондиционер, и отопление, вот именно вот такой системы воздушного. Вот, так что приезжайте, там посмотрите, какие технологии Я будут с использованы. огромным удовольствием, еще раз говорю, для наших зрителей, для наших подписчиков подготовлю вот этот вот репортаж с новой базы отдыха в Батамай, в котором, еще раз, все вот эти технологии применены. И устройств, в нашем случае французских окон, которые усиливают инсоляцию, да, и система отопления, которые ну, не такие затратные, как в обычных домах. Я еще раз говорю, люди имеют право делать свои жилища красивыми. Конечно. Они должны делать свои жилища красивыми. Даже если дом брусовый, да, предпримите определенные затраты на энергоэффективные мероприятия, просчитайте со специалистами вот такие вот замечательные окна, правильно определите точку росы, и будет вам счастье. Вы можете, если у вас вид из окна красивый, да, замечательные вот такие окна сделать одной из особенностей своих жилищ. И я огромное спасибо просто семье Сыромятниковых, Надежде и Владимиру, и даже вашей маме, которую я очень почитаю и давно с ней знаком. На самом деле, в цикле программ о подворье мы будем знакомить вас, это пилотный выпуск, мы будем знакомить вас со всеми технологиями, которые позволяют делать наши жилища более комфортными, более продвинутыми, более современными, более эстетичными. Да? И те аспекты, которые будут рассказывать наши гости, это и строители, это и, возможно, те хозяева, которые уже применили, да? Ради бога, налаживайте обратную связь. Есть наши контакты абсолютно все. Подписывайтесь на наш Инстаграм, новый аккаунт. Можно на мой, а есть еще подворье, нижнее подчеркивание, ЕК-24. То есть программа подворья, которая выходит на замечательном канале Якутия-24. И
небольшой анонс. Завтра мы расскажем о нововведениях, скажем так, техприсоединения. Дело в том, что Путин объявил замечательную вещь, да, то есть газификация Бесплатно. жилых помещений должна происходить бесплатно. И мы обратимся к нашей замечательной газовой компании с разъяснением по поводу техприсоединения, по поводу тарификации и так далее. То есть завтрашний выпуск будет посвящен системе газа. Почему это происходит? Дело в том, что я меняю систему с настенного на напольный, посчитав, что кушает и так мало. Так что увидимся завтра, все будние дни в 11:30. Программа «Подворье» на каналах НВК Саха и Якутия 24. До встречи. До встречи, до свидания.